собрать людей активных, инициативных, которые вместе будут созидать новую современную Якутию, которая будет сочетать в себе синтез достижений науки и традиционной культуры. 22 сентября мы провели обрядовое мероприятие в комплексе Үс-Хатын и планируем работать ежемесячно, проводить вот такие заседания, издавать книги наших известных людей. И вот сегодня мы проводим второе заседание и пригласили на него очень интересного человека, идеолога евразийского движения, исследователя древней рунической письменности, общественного деятеля Андрея Ивановича Кривошапкина Айна. По просьбе вот наших тюркских друзей мы будем говорить на русском языке, чтобы было понятно и информация максимально полно дошла. Будут проводиться видеозапись нашего заседания, и видеозапись будет размещена на нашем портале Якутия образ будущего, Якутия Футуру.ру. То есть те люди, которые не смогут принять участие, не могут увидеть, потом в записи могут все увидеть. Мне бы хотелось вот сразу предоставить, не теряя времени, слово Андрею Ивановичу, с тем, чтобы он рассказал вот о своих находках, о своих идеях. У него есть очень интересные наработки и организационного плана замечания. Тут есть определенные ограничения временные. Через 30 минут Zoom автоматически отключится, и потом нужно будет через несколько минут повторно зайти. Мы будем говорить 1,5 часа, то есть 3 сеанса по 30 минут. Спасибо. Павлик Жирков, пусть включит микрофон. Запись. Здравствуйте, друзья. Надо поставить эти. Добрый вечер. Но не у всех добрый вечер, наверное. Вот я вижу знакомого Бахтияр Каримов. Там-то уже, наверное, только деньги. Да, точно. Ну, я вот где-то с 94 года стал писать, потому что до этого-то я даже не знал, что я умею статьи писать. А в 94 году, когда вот Союз развалился, я начал писать статьи в газетах, в журналах. Ну, газеты были оппозиционные, журналы тоже, в принципе, не совсем государственные. Ну и поэтому это самое, где-то в 96 году, ну, начиная с 95 года, я написал первую свою книгу. Книга называется «Евразийский союз». Она была в таком виде. Ну, и этот Евразийский союз в то время было, как бы сказать, модным течением. Люди только начали читать Гумилева, и поэтому эта книга, она написана под влиянием Гумилева. Ну и практически то, что здесь сказано про 21 век, сегодня разговор пойдет о 21 веке, вот примерно здесь какие были сделаны предположения, которые потом исполнились. Я, например, написал, что кто сейчас ворует своего народа, ну, того не посадят за общий стол власти, ну, люди, которые управляют миром. И они вынуждены будут типа подбирать крошки с их стола, ну а их дети вообще ничего не будут иметь. Это вот как раз сейчас и происходит. Сплошные санкции, которые Европа и Америка нам объявляют, это вот след того, что вот людей, которые очень быстро забогатели в 90-х годах, ну, не считают своей родной. Вот это практически вот эта книга была написана на эту тему, потому что в 1994 году я, конечно, сильно удивился, когда у нас все бывшие комсомольцы и коммунисты кинули зарабатывать деньги. Я в то время имел частную контору, ну, частное предприятие, продавал компьютеры. Но из-за того, что все начали требовать откат, я просто типа свой бизнес закрыл и начал заниматься писательской деятельностью. Ну вот это
тогда еще не было терминов, которые не было терминов, которые сейчас мы знаем, это вот древние термины нашего тюркского языка, и поэтому здесь вот все время вот, между пассионариями и между субпассионариями. Что люди, которые субпассионарии, если они до власти доходят, Просят ну, погромче. они практически после этого дела государство разваливается. Но это вот гумилевская, как бы сказать, теория. И вот эту теорию я использовал для того, чтобы написать эту книгу. Книга, конечно, она не вызвала восторг у власти продержавших нашей республики. Лохановство. Ну и поэтому собрали заседание двух академий и пытались эту книгу раскритиковать. Но академики у нас попались люди сознательные, они не стали критиковать эту книгу, а сказали, что книжка только научно-популярная, и поэтому надо было бы написать книгу уже со ссылками, со всеми научными, как бы сказать, присигналами, чтобы ее можно было пользоваться даже научным работникам. Но я тогда написал вот эту книгу «Предыдущий век Сата». Тогда такая книга. Ну, книга была написана в 98 году, но, к сожалению, она до Беларуси была издана только в 2004 году, потому что то, что здесь изложено, оно вразрез идет не только с философией, не только с историей, но и с тюркологией, потому что к этому моменту я уже прочитал в 1997 году румынские письмо, и поэтому мог уже четко сказать, что думали наши предки насчет того, как государство разваливается, каким образом можно подбирать и делать элиту. Ну вот я про это дело мог уже прямо вычитать из румынских памятников, которые сохранились в Степине. Но и все-таки я тогда понял, что у нас кое в чем Лев Гумилев был неправ. И вот теория, здесь вот разобрана теория Божьих мечей, которые он говорит, что Божьи мечи каким-то образом там поднимали пассионарность, и в результате чего вот происходили известные события, которые и изменяли весь мир. Но когда я по историческим этим самым сведениям начал типа этот Божьи мечи, теорию Божьих мечей проверять, я наткнулся на то, что все-таки он был неправ, когда говорил про Божьи мечи. И субпассионарии и пассионарии, они образуются только тогда, когда имеется система воспитания элиты. И эта элита, и эта система воспитания элиты, она под видом религии, она распространялась. Ну и, естественно, может быть в разных вариантах, но люди, которые, вернее, государства, которые умели выбирать элиту, то они и делали те вещи, которые Гумилев считал пассионарностью. И вот здесь это четко типа расписано. И вот на базе этого вот все-таки вот в этой книге я сделал вывод, что в 21 веке, например, если вот мы сумеем создать такую систему, которая будет подбирать элиту, мы можем изменить свою судьбу. И вот это, каким образом это сделать и как потом перейти на сфере, то есть требует перейти на уровень, который обеспечит прямую информационную связь с этим сверхным миром, то вот книга вот про это и написана. Последние строки вот как раз, что имеется такая религия, которая это дело может обеспечить. И в то время, как раз в 2000 году, была создана партия «Братья». Я на этой партии на первом съезде выступал. И
как раз мне дали слово, потому что я был там единственный, который написал книгу «Евразийский союз». Ну и там я просто сказал, повторил слова Вернадского о том, что ислам и связанные с ней христианство, вернее, иудаизм и связанные с ней христианство и ислам являются идеологами общества потребления. Ну и сказал, что вот нам, если мы хотим вот, современное общество потребления, которое ворует, разогнать, то нам самое надо создать новые идеологии перехода человечества на сферном общении с окружающим миром. Но и тогда же сказал, что вот такую религию искать не надо, на самом деле такая религия у нас имеется, только надо эту религию возродить и по-правильному использовать. Конечно, не все были на этом съезде согласны с таким предположением, но, по крайней мере, члены Евразийского движения из Кавказа, там много людей подходили, они говорили, что мы перешли в ислам только из-за того, что Кавказ стал завоевываться Россией, и мы для того, чтобы найти опору в турках, мы перешли в ислам. И что настоящая наша религия все-таки христианство. Ну вот это изложено вот в этой книге «Грядущий век Сата». Если перевести на русский язык, «Грядущий век волшебства» переводится. Сата это по-нашему волшебство. И люди, которые будут жить в 21 веке, они должны уметь общаться с верхним миром. Если не умеют общаться с верхним миром, то, естественно, они строят себе такую, где не будут по сценарию допускаться к власти. И вот в это время, когда читал я надпись Культегина, там встретилось такое слово, которое у нас сейчас не встречается, мулаях. Вот это мулаях, это я долго размышлял, откуда такое слово, ну, а потом оказалось, что это просто-напросто слитно произнесенная фраза мулаях. Мулаях это живет ради своего рта. Ну, что по сценарию живет одним днем, живет для своего рта. То есть вот он, если дорывается до власти, то он начинает воровать. И вот это вот как раз перекликается с темой, которую я изложил в Евразийском союзе. Но в этой книге она четко прописана, каким образом, на каком уровне духовного развития человек становится таким. Ну, это обычно те люди, которые не могут перейти в средний мир, они живут в материальном мире, не в нижнем мире. Ну, а типа, этот творец, который здесь нарисован на душе, это Сюндиан, он не пускает таких людей, которые ради своего рта, ну, как бы сказать, в элитное сословие. Ну и вот тогда я еще сказал, что здесь мы должны смотреть, кого мы выбираем, и что если вот мы свою элиту будем подбирать по принципу, человек живет в среднем мире, в нижнем мире или в верхнем мире, то мы должны выбирать правителей людей, которые живут в верхнем мире. Вот эта книга, она долго не удавалось издать, но где-то в 2000 году татарские товарищи, они просто электронный вариант этой книги скинули в интернет, и я до недавнего времени эти кое-где встречается. Хотя, конечно, вот в 2004 году, когда вот я стал выпускать эту книгу, я кое-что дополнил. Ну, это дополнение, в общем, сама книга не была переписана, а были сделаны листы, которые, в принципе, антинаучные, потому что там было сказано, что все религии были созданы на основе нашей религии, ну и про рунические письмена, которые, ну, вы сами знаете, что тюркологи до сих пор с этим не соглашаются. Хотя, можно сказать, что у нас сейчас достаточно накоплено материалов, чтобы думать о том, что мы умеем читать
этом году Александр Владимир Петрович Ларионов, академик, у нас был такой. Ну вот он типа как-то прочитал мою рукопись и меня вызвал и говорит: Андрей, говорит, через 10-15 лет люди поймут то, что написано в вашей книге. И поэтому книгу надо издать, потому что пусть она хоть сейчас народ не понимает, но лет через 10-15 книгу поймут. Ну, поэтому я эту книгу и хотел издать типографии научного центра, но, к сожалению, Владимир Петрович умер, и поэтому мы там отказали. И потом эта книга была напечатана в нашей республиканской типографии, ну ее напечатали, как бы сказать, ни у кого не спрашивали разрешения, и за это были наказаны. Вот эта книга, она после этого дела, оказывается, попала, лежала в складах, а потом лет через 10 новый глава этой типографии как-то позвонил мне и говорит: слушай, говорит, Андрей, там твои книги лежат, ты их не заберешь? Ну, я пришел и выкупил эту книгу, потому что не очень удобно, когда книги написанные, они выбрасываются на помойку. Но эта книга тогда была выкуплена, но хотя и прошло 10 лет, то мало кто из тех людей, которые покупали эту книгу, понимали эти вещи. И поэтому я даже решил больше на эту тему не писать, потому что раз вот люди не понимают этой книги, то и не надо это самое, вторую, третью книгу, которую с предсказаниями, то писать, потому что народ до этого не созрел. Но ситуация изменилась в прошлом году. В прошлом году была издана такая книга, это «Был Габриатира». Это известная книга «Иркбетик». Просто до мая прошлого года мы эту книгу читали только одну страницу, потому что в интернете одна страница написана этого Иркбетика. А в мае я просто обнаружил на турецком сайте полную распечатку этой книги. Вот эта книга, она написана в VI веке и написана этим Татарской империей, и это как из своего сына сделать правителя. И на самом деле это вот как раз эта книга по стилю изложения и потому, как там все время повторяется та же фраза, которая повторяется, например, в книге Конфуции, например, Изи, то я предполагаю, что это вот или перевод книги Конфуции, или Конфуций был, писал на русском письме, и вот это то, что сохранилось, и наши предки в VI веке использовали. И вот когда я эту книгу написал, я понял, что мне надо еще одну книгу написать. Вот, в этом году я написал такую книгу, называется «Сердце и братья. Руническая письменность». И самое интересное то, что если вы опять посмотрите историю, многие, оказывается, искали место силы, а место силы, оказывается, находится у нас в Якутии, просто из-за того, что это единственное место в мире, где северное сияние происходит над нашей головой. А так как вся информация из космоса идет, судя по всему, через полярное сияние, то естественно, что вот тот народ, который заимел такую письменность, вот такую религию, которая она уже была 5000 лет назад, то это самое, вот практически эти люди, они создали цивилизацию, которая сейчас называется скифо-сасская цивилизация, ну, потом сейчас начали называть тюркская цивилизация, монгольская цивилизация. Хотя на самом деле это вот были люди, которые разговаривали на нашем языке и использовали те же приемы создания государства, которые были
созданы еще в V веке, 5000 лет назад. И самое интересное, что вот к тому моменту, когда вот я писал эту книгу, было написано еще несколько книг, но они не политические. Это, в принципе, по румынской письменности. Притом по румынской письменности не только вот познавательные, но и румынскую письменность можно использовать. Где-то в 2004 году мы создали обряд танка, который меняет судьбу. Многократно было проверено, что этот обряд проведенный меняет судьбу человека. Ну а где-то 2013 года, 2012 года мы перешли уже к прямому использованию румынского письма. И румынское письмо сейчас у нас используется в лечении человека. В лечении человека мы создали где-то больше 100. Вернее, румынское письмо и генетика, оказывается, созданы по одним законам. И поэтому мы можем вместо абонементов поставить руны, и тогда вот получить на нашем языке благословение. Если вот это благословение мы пишем на таком волоске, вот такого вида, пишем вот так, рунами, то, что нам удалось из гормона раскопать, то это получается, что мы этот гормон создаем. И этот гормон, оказывается, типа работает так же, как настоящий гормон, но из-за того, что оно работает в верхнем мире, то изменения происходят в информационном пространстве. А информационное пространство по нашей религии это верхний мир, оно дает задание среднему миру и нижнему миру. И вот средний мир они меняются. Потом меняются так, что любую болезнь можно вылечить. И вот то, что про современную модную, так сказать, болезнь коронавирус, вот этот коронавирус, в общем, мы тоже сделали практически вот, манекен, который работает на пожилого человека. Это в пожилом возрасте человек должен уже общаться, выходить на информационную связь с верхним миром, и это вот как раз манекен, который обеспечивает эту связь. И практически к этому натолкнуло меня то, что и 9 числа я, например, зашел в интернет и вытащил статистику, которая меняется каждые 10 минут по коронавирусу во всех странах мира. И там, на мое удивление, я встретил такие данные, которые вообще показывают на то, что коронавирус все-таки не совсем то, что нам рассказывают. И вот, например, где-то 7 миллионов человек заболели в Америке. Где-то 1,5 миллиона у нас. А сейчас у нас где-то около 200 тысяч человек больных. А в Америке больше миллиона. Ну а в Китае 173 человека сейчас больных. Из них 3 в тяжелом состоянии. Как это происходит? Чем китайцы от нас отличают? Ну и смотрим более, как бы сказать, близко к нам людей, монголов. Вот, например, Якуты-Борея, наша республика, примерно 3000 больных, а в Монголии 10 человек всего больных. Из них 1 человек в тяжелом состоянии. Почему это происходит? И я подумал, что люди все-таки обращаются к Чингисхану. Чингисхан и Озунбис это вот творцы, которые живут на 8 ярусе небес, но с другой стороны Чингисхан, например, и Один, они вряд ли являются, как бы сказать, прямыми предками монголов. Ну, вот я года 3 назад ездил в Монголию и удивился, потому что после развала Советского Союза им никто и не указывал, что там проповедовать. И в результате монголы создали культ Чингисхана. Там все монголы молятся Чингисхану,
все вот эти самые площади уставлены и, ну, чингисхановскими памятниками. Везде, куда не зайдешь, в какое предприятие, в какой дом, там везде висят портреты Чингисхана. Ну вот, чем они отличаются от нас? Тем, что, вот, например, мы своих предков, как бы сказать, не молимся им. Мы к нашим предкам не обращаемся за помощью. Так же, как и большинство россиян, потому что россияне, те, которые ходят в церковь, они молятся Иисусу Христу. Те, которые ходят в мечеть, они молятся Магомету. Ну, ни Магомед, ни Иисус Христос, они не являются нашими предками. Они никогда на территории Евразии не жили. И поэтому у них умаливать какую-то помощь, это, по сути, бесполезное занятие. И тогда вот я подумал, если вот монголы типа молятся Чингисхану, и Китай, например, сейчас вот, из Чингисхана пытается сделать первопредком, то почему мы, которые восстановили полностью систему воспитания этой элиты, почему мы не можем воспользоваться своими знаниями? И вот такой американ написал. Вот американ, он состоит из двух фраз. Одна фраза это вот из печати Чингисхана, оно Мемекю Тамараген, это вот переводится «Вечная сила солнца создает изобилие». Ну и вторая фраза это вот из памятника, который посвящен Одину. Вот будет власть Одина. До Хакка Баглыга. И вот когда вот мы начали крутить вот эту, оказывается, она очень хорошо работает. Да, и при том у пожилых людей там встречается очень плохая разновидность коронавируса, когда портятся связи между верхним и средним миром у человека. Потому что до 45 лет человеку связь с верхним миром она не нужна, а требуется связь только с предками, своими прямыми предками. Ну вот это самое, такие же вот штучки, но для привлечения, для восстановления связи с предками собственными мы делаем. А оказывается, по пожилом возрасте еще нужно все-таки молиться более, выходить на более высокий уровень, вот на 8-й, то на 8-й уровень вот нас уводит вот эта крутилка. Ну, берега у нас называется. И вот последние дни мы проверяем вот эту крутилку. У нас есть, например, разработанная в военное и советское время аппаратура, которая показывает состояние человека в информационном поле. И вот эта аппаратура, она типа стоит, ну, где-то 50 с лишним у меня учеников, из них там 2 доктора наук и где-то 7 кандидатов медицинских наук. Ну вот они, вот этот американ проверяет. И я смотрю, что последнюю вот неделю вот мы этим делом занимаемся, и везде очень хороший результат. Я думаю, вот, например, вот та паника, которая идет из-за появления коронавируса, она не совсем, как бы сказать, связана с коронавирусом. Коронавирус сам по себе 2-3 раза, конечно, заранее, чем простой грипп, и поэтому он распространяется очень, как бы, распространяется легко. Но с другой стороны, я могу сказать, есть тоже такой странный, можно сказать, странная статистика. Вот, например, у детей до 9 лет совпадает системой религиозных, системой вот, религиозных мировоззрения наших предков. Потому что до 9 лет у матери и ребенка прямая информационная связь сохраняется, и поэтому за здоровье
14 лет туда вмешиваются вот окружающие люди. Это вот тоже вот уровень у нас называется Дюйвей Тама. Ну, вот там тоже вот типа до 14 лет все-таки прямая связь с предками не требуется, а верхние тем тоже тем более. Ну, потихонечку эти связи возникают. И вот с 14 до 21 года у ребенка, так сказать, переходной период. В это время, если у него не возникает связи с предками, он не переходит в средний мир. И поэтому те люди, которые остаются в среднем мире, в нижнем мире, они превращаются потом, как бы сказать, в маях. Ну, то есть те люди, которые начинают жить только для себя. А те, которые переходят в средний мир, они уже занимаются, как бы сказать, ну, более, ну, как бы сказать, ратовать за свой народ, за своих, как бы сказать, предков. Ну, без этого нельзя, но, например, вот то, что написано в интернете про коронавирус, мы многие вещи сравнивали, и да, на самом деле, там, если встречается вот ренин-ангиотензиновая система и встречается вот фермент, который ангиотензин превращается в фермент 2, ну, просто вот мы из своего опыта знаем, это АПЛ-2 возникает когда теряется связь с предками. И вот только стоит, так сказать, вот такую крупинку, которая написана на своих непосредственных предков. Вот эта штука, она восстанавливается. Ну а если говорить о том, что до 40 лет люди не болеют, они болеют, если вот у них разрушена связь с предками. А если у них связь с предками не разрушена, то, естественно, никаких болячек. Ну вот, если дальше продолжить нашу беседу, то вот эта новая книга, здесь кое-что изложено из нашего опыта. Можно через триплетный код, ну, триплетный код это очень хорошо делается, кидает 3 палочкой, вот как китайцы делают. И можно, используя этот триплетный код, даже, так сказать, выйти любому человеку на уровень информационного поля и получить в данный момент дат, который можно, ну, использовать для поправления своего здоровья. Этим, конечно, вот у нас не сильно пользуются, но с другой стороны, это все-таки те люди, которые хотят использовать вот, бесплатно, так сказать, лекарства, используют вот эти вещи. Ну это вот, я когда с Бахтияром Арахмовичем познакомился, и вот только вот мы делали первые шаги вот в этой области, это потом, когда мы уже более или менее с этим делом освоили, я ему там несколько вот этих штук послал. Ну, на самом деле, после 2013 года мы очень большой путь прошли вот именно по лечению людей. И, конечно, вот, сейчас, когда могут там появиться люди, которые будут сомневаться в том, что вот коронавирус излечивается вот этими штуками, ну, пусть приходят и проверяют. По крайней мере, у меня есть ученики, которые работают в обсерваторах, вот они это самое, вот те вещи, которые мы сейчас вот разрабатываем, я думаю, будут использовать при лечении коронавируса. Можно вопрос задать? Иван Иванович, у нас вот, если чтобы республика процветала, вперед и вверх шла, да? Да. Нам нужно, чтобы руководители не зациклились на нижнем мире, да, на материальном, или там вокруг своих личных интересов выгоды, да, или чего-нибудь такого, собственных интересов, а чтобы они были на среднем уровне и выше, да? Ну, лучше на высшем уровне. И с какого уровня руководитель там, или это глава поселка, или на каком уровне мы, вот контингент, с которым первое необходимо отработать, несколько вопросов, да? Второе, они связаны. Второе,
с кем из них вам уже удалось проработать, да? На себя перетянуть. И третье, сколько времени занимает вот эта работа с человеком, чтобы он, используя правильную связь с верхним миром, мог служить для своих людей, для народа? Ну, работу надо начинать со школьной скамьи, потому что у нас, к сожалению, вот, национальная культура уже не изучается, но вот эти вещи, которые вот мы знаем об этой системе, каким образом человек должен расти и что для этого должен делать. Вот, в принципе, должны обучать детей, ну, со школьной скамьи. А те, кого надо выбирать руководители, это надо выбирать руководителей, которые дошли до 6-го уровня, как вот здесь написано, вернее, до 6-го яруса небес. Ну, то есть те люди, которые общаются с высшим миром, ну, они это самое должны быть руководителями. А вот, к сожалению, у нас не совсем так. У нас первые, например, 3 президента, они болеют сахарным диабетом. Сахарным диабетом первого типа. Сахарный диабет первого типа, это вот четко указывает, что эти люди живут в нижнем мире. Почему у нас вот республика 90-го года имела такие возможности развития, а мы находимся сейчас вот на, как попрошайки федеральной власти упрашиваем там какие-то деньги. Хотя на самом деле, в общем, вот, мы народ, имеющий таких древних предков, мы народ талантливый. И вот стоило бы людям заниматься хотя бы вот изучением рунического письма и применением рунического письма в повседневной жизни, то сразу бы изменилось. И поэтому сейчас вот в этой книге четко написано, что почему депутаты не поддержали Романа Михайловича, и почему у нас мы в депутаты выбираем все время людей, у которых сахарный диабет первого типа. У нас много депутатов, которые болеют сахарным диабетом. Но это уже там верхние творцы. Я не думаю, чтобы у всех был сахарный диабет с самого начала. Ну а сахарный диабет это приобретенный. Они неправильно живут, они воруют. Из-за этого вот Бог насылает на них, как бы сказать, наказание в виде болезни сахарного диабета. И поэтому нам в первую очередь, вот если вот мы сейчас выбираем любого руководителя, мы должны его спросить карточку, имеется ли у него сахарный диабет или не имеет. Если имеется сахарный диабет, этот человек по определению не годится руководителем. Еще правильно ли я понял? Там с верхним миром у нас связь наступает в возрасте там 40-45, да? Да. Вот. То есть мы депутатами, главами должны выбирать людей старшего возраста, да? Правильно? Ну, не Или совсем так, потому что молодежь, которая вот выбирает депутаты, выбирают типа наследные, они должны быть молодыми. Но хотя бы вот все-таки основные вещи народ, который их выбирает, должен, во-первых, кто у него предки, во-вторых, болеет ли он какой-то такой болезнью. Ну и все. Ну, вот это довольно просто определить, потому что они выбирают человека из своих знакомых. Это в деревне можно делать, в сельском поселении можно делать. Вот про это у меня тоже вот книга в свое время была написана, но, к сожалению, она тоже не вышла. Называется «Сахомук Бейде». Ну, эту книгу я тоже вот нашим руководителям показывал разного ранга. Но эта книга до сих пор она не издана, потому что там тоже вот крамольные мысли излагаются. В свое время Борисов Егор Афанасьевич эту книгу сказал, что этот человек написал про, ну, на уровне наследия, а мы думаем на республиканском масштабе. Ну, в то же время, я, читая разные его выступления, я с удивлением обнаружил, что там целыми абзацами из этой книги вот, информация используется. О том, как должен работать наследник, на что он должен опираться. Вот эти вещи он повторял, но книгу так и не издали.
Вот 3 раза надо крутить, больше не надо. Да. Потому что оно больше у нас становится не нужно. А. В 3 мирах вот отмечаемся, крутим, а дальше не надо. А в этот момент надо что-то думать, какие-то Нет, определенные нет, мысли? нет. Это когда мы крутим, мы информацию посылаем, вот та, которая записана на волске. Естественно, там воспринимает эту информацию, как будто бы получение от человека, который крутит этот волчок. Хотя, конечно, есть приемы, когда вот мы можем на других покрутить, но это вот так. Можно на расстоянии покрутить. Человек больной лежит в Москве, а мы здесь крутим. Но в это время нужно думать об этом человеке, да? Ну, не совсем так. Нужна фотография, то все. Рядом, перед ней крутить, да? Не, там. Ну, обычно подкладывают тут вот матов. Ну, и, естественно, должен какой-то вот импульс дать, чтобы на этого человека пошло. Хотя вот, например, этот аппарат, который мы используем, он был создан на технологии, которые разработали военные для военных целей. Это потом уже в 90-х годах была создана группа, которая работала по этой теме. Но, к сожалению, после отставки Коржакова вот эта группа финансирования прекратили эту группу, и эта группа она развивалась. Хотя они очень хотели к нам перейти на работу, потому что мы их и до этого знали. Но, к сожалению, у нас вот руководство не пошло на это. Мы могли бы в 96-м году вот всю эту информацию, всю эту вот аппаратуру, которую будут использовать в 21 веке, могли бы получить в 96-м году. Но, к сожалению, нас не поддержали, а без денег общество потребления никто не работает. А другие страны в этом направлении работают, вы не знаете? Нет, там потому что в Америке я слышал, что эта аппаратура вообще запрещена, потому что когда ее используют в военных целях, то можно зомбировать человека с помощью этой аппаратуры. Ну а зомбированию поддаются люди, которые живут в нижнем мире. А люди, которые вот находятся на более высоких уровнях духовного развития, вот, практически их нельзя зомбировать. Не получится. А людям, которые живут на нижнем мире, ну как можем их винести? Ну, все дети живут в нижнем мире, но от этого никто не страдает, потому что человек развивается, почему-то медицина считает, что генетика, она у нас типа одна и та же. Ну, то есть вот сейчас вот наши артисты, то все, которые умерли от рака, они за это самое пытаются вот, стволовыми клетками укол получить, ну, чтобы голодно спать. Это противоречит вот этой системе, потому что она работает, вот стволовые клетки, не работает, когда человек находится под покровительством нижнего мира. А когда человек в пожилом возрасте, у него должны включаться предки. А когда он делает укол стволовыми клетками, предки от него отказываются. А когда предки отказываются, это вот результат этого рака. Это вот мы многократно наблюдаем, потому что к нам тоже попадают люди, которые, ну, у которых онкологическое заболевание. Но если онкологическое заболевание, оно на начальной стадии, его можно, если можно, как бы сказать, излечить. Ну а если уже вот ретиноэнергетензивная система полностью отказала и начала холестеринная система отказывать, то там уже ничего не будет. У меня такой вопрос. Мы можем, вообще, правильно ли нам вообще задаваться мыслью, чтобы людей, которые на материальном зациклились, их поднять, нужно ли такую цель перед собой ставить? Или пусть они сами там уже в своем нижнем миру потом вырастут? Если люди поймут, что они сидят в нижнем мире, если этого не болеют, ну, если они приложат усилия, ну, захотят, как бы сказать, маленько переродиться. А мне об этом можно? Не говорить им как-то, людям, что, например... Надо даже, типа, когда мы на аппарате смотрим, там практически показывают, какие связи человек имеет. А у вас есть аппарат, да? Да, такой аппарат, не только у меня,
учеников здесь человек больше 50. Там врачи есть. А эта диагностика платная, да? Ну, платная, но мы берем минимальную, как бы сказать, Символическая. оплату. Но совсем бесплатно нельзя, потому что человек болеет из-за своих грехов. А типа, если ее начать лечить бесплатно, то можешь получить ответ. Ты за не Бог, который Вмешиваться нельзя. решает за Бога. Да. Ну и поэтому должен хотя бы небольшую сумму. Цена должен быть. Я, например, беру 1000 рублей. Но есть ученики, которые говорят, что ты слишком мало берешь, берут 2000. Есть ученицы, которые берут по 5000. Ну все зависит от человека. Может, и сами застряли, да. Аппаратура, да, какого размера, да? И Ну, аппаратура небольшая, она примерно вот такого размера. вот такого размера, да? Да, и такая же толстая. На основе чего работает? А? На основе чего работает? Ну, аппаратура, она была, вот я говорил, в 96-м году разработана. Ну, тогда она была секретной. В 94-м году там ребята не пытались их прятать. Но все равно я этих руководителей хорошо знал, поэтому, ну, в принципе, принцип работы этой аппаратуры понимал. Ну, а потом после, типа, того, как эту группу расформировали, второй раз вот эта аппаратура, она появилась в 2005 году. Ну, вот в 2005 году появилась, она уже под патронажем КГБ. Ну, так как эти разработчики, они практически ничего не знали о предыдущих разработках, там каждый тянул, как бы сказать, на себя, что, дескать, мы разработали эту аппаратуру. Ну, я-то знаю, что вот эта аппаратура была разработана в 95 году, потому что у нее базовая программная система Windows 95 года. Это на современных Windows она довольно нестабильно иногда работает, потому что у нее старые вот эти, старые стоят эти самые программы. Основа, да? Она Да, куда-то программы. включается, да? В сеть включается. А? В сеть включается. Компьютер включается. Вот эта аппаратура. Ну, вот на любой компьютер можно поставить, но лучше, если Windows 7. Windows 10, но там много новых программных, которые вирусы чистят, они просто смотрят на эту программу как на чужую программу. Блокирует, да? Ну и типа, вырубает. А это что-то, она считывает что-то, какой-то очень чуткий прибор, который улавливает что? Какие-то излучения или что это? Или... Ну, по крайней мере, вот это явление, оно известно в науке давно. Я в 1972 году, когда учился в Новосибирском университете, нам рассказывали про лампу Ставицкого. Была такая лампа Ставицкого, это вот электронная лампа, которая переводит аналоговые сигналы в цифровые. И вот тогда еще в 1972 году на семинаре нам рассказывали, что здесь не выполняются основные законы Вселенной. И тогда это самое, просто вот прочитал, и никто меня к этой лампе не допускал, поэтому, несколько про эту информацию забыл, а потом уже в интернете, когда вот у нас интернет появился, то еще лампа Ставицкого, оказывается, использовались потом использовали как детектор лжи, потом использовали для поиска подводных лодок в океане. А можно задать вот такую штучку, она все нужна, потому что вот это то, что у нас на томагавке там не в ту сторону улетели, я тоже думаю, что вот связано вот с этой вот как раз с этими научными разработками. И то, что вот у нас, мы этого дела не знаем, но, по крайней мере, Путин и его команда это используют. Ну, по крайней мере, есть у него разработка, которая позволяет выходить на 7 ярусов небес и оттуда брать информацию. Они могут по-разному задать там границу условий, в результате
заметьте, что Путин последние годы, когда у них вот появилась эта аппаратура, они никогда не ошибаются. В конечном итоге получается, что все-таки они выбирают правильный путь развития. Ну и сейчас то, что идет практически вот у нас в стране, и почему нас посадили в карантин, это идет революция. У нас идет 37-й год. Очень много людей сажают. Ну и у нас, вот, например, тоже кого-то посадили. Ну, по крайней мере, сыны банят Лондон. Ну, таких, в принципе, если по России набрать очень много людей, которых посадили за то, что они воровали. И сейчас вот то, что вот на цифровую переходит, это не хотят нам цифровой ошейник надеть. Просто-напросто сейчас вот компьютеры позволяют за каждым человеком знать, сколько денег ему полагается, то все. И там не нужно промежуточное звено, как вот наше республиканское правительство. Мы пенсию можем получать без пенсионного фонда, зарплату можем получать, ну, как зарплату. Зарплату можем получать тоже самое без участия правительства. А то у нас практически вот бюджет плохо используется из-за того, что вот там у нас сидят люди, которые живут в нижнем мире, чтобы по сценарию. А вот они это самое, каждый пытается оттуда свой кусок урвать. Ну это мы этим не отличаемся от других народов. У нас сейчас тоже таких полно, которые сидят, откаты получают. Андрей Иванович, вот этот прибор, он помогает принимать правильное решение. То есть, если я захочу... Это не тот прибор, который мы используем. Но это прибор, который использует ту же самую технологию. А технология следующая, каждое плазменное облако, ну вот человек, плазменное облако это облако свободных электронов. Вот, например, человек тоже облако свободных электронов. И вот туда подселяется полевая сущность. Вот эта полевая сущность, она связана с верхним миром. И наша задача, как в свое время сказал Казначеев, полевая форма жизни не может создать себе подобных. И поэтому она создает материальный мир, а мы, люди, являемся промежуточным звеном между нижним миром и верхним миром. Средний мир, и вот средний мир в это время вот к нам подселяется сущность, это Салманкут, и Салманкут 45 годам становится взрослый, а дальше уже требует подключения к верхнему миру. Если мы к этому делу подключаемся, нам верхний мир начинает помогать через Салманкут. Сказали, 50 человек у всех есть вот эта аппаратура, да? А? Будет связано с разработчиками или сами разработали? Не, мы разрабатывали только вот эти самые органические письмена, потому что просто выяснили, что когда мы поняли, что руны они выходят на генетику, тоже проверяли вот такую аппаратуру, которая в поликлинике генерального штаба стоит. У нас там знакомые сохранились, потому что вот эти аппаратура, она была в 96 году разрабатывалась в поликлинике генерального штаба России. Ну, Советского Союза тогда еще. Поэтому там все-таки эта аппаратура сохранилась, но эти люди уже не знали никого из передних разработчиков. Ну, вот просто вот мы такую две такие крутилки, которые вот одна из них типа против сахарного диабета первого типа, ну а вторая, которая снимает порцию, это вот, даже не гормон, это вот типа магический волчок, который использовали наши предки в V веке. Ну, Ксенофонт в свое время это описал, ну и в принципе там указал, для кого и для чего это используется. И вот мы просто взяли эти две крутилки и поехал в поликлинику генерального штаба, там покрутил, и ребята вот на аппаратуре посмотрели и сказали, да,
фиксируется. ДНК Да? меняет, оказывается. Что меняется? ДНК. А, да? А потом после этого дела вы приехали сюда, аналоги вот этой аппаратуры, конечно, не такие крутые, как поликлиника генерального штаба, но здесь они уже были. Люди продавали базы, вот, обманывая людей, что есть такие болячки, потому что к этой аппаратуре, которая была, потом записали, как бы сказать, оболочку. И там по оболочкам можно это самое набрать, на что человек жалуется, и тогда она выдаст вот такой, как бы сказать, портянку, где все, ну, ваши болячки, ну, расписаны. Ну, это просто мулька. Ну, то есть вот люди просто берут, собирают это самое. Обман, да, это? Да, обман, трудовой народ. И вот мы просто-напросто вот сейчас используем эту аппаратуру, но эту оболочку не используем. Мы просто-напросто даже лекарства, которые там заложены, там есть. Ну, бывают заложены и тибетские лекарства, и китайские лекарства. Но мы эти не используем, потому что эти лекарства довольно трудно подобрать, и они, если где-то помогают, где-то портят. А когда это самое есть лом, то лучше лом можно. А какая польза, еще раз объясните, какая польза от этого аппарата? А? Польза какая от этого аппарата? Стоимость? Польза. Ну, почему польза? Если оно излечивает человека и ставит за 1,5 часа диагноз, который вы в медцентре не получите, да. А, она ставит, да? Ну, Вы конечно, можете, она да? полностью вплоть до клеток человека просматривает, а потом говорит, где у вас, в каком месте энергетика нарушена, где у вас связи порушены. И рекомендации дают, да? Да. Правильно Это диагностирует. не рекомендация, просто она показывает. А потом мы вот с помощью вот этих американцев мы восстанавливаем. Ну, вот, например, вот, отец Василий, что вы с этим аппаратом пользуетесь? Один из моих первых учеников сидит. Да. Тоже это самое. А диагностику Широко известен в Чураптинском районе, потому что там каких-то крутых стариков вылечил. Поэтому там, ну, Тогда вот с помощью вот этих волчков можно вылечиться, да? Выправить это все. да. Все эти проблемы, Вот, изъяны. сейчас никто не записывает, но у меня здоровье было неважное, когда вот я начал этим заниматься. Но сейчас даже седых волос, седые волосы седые. А вам сколько лет, извините? 7 лет. 70? Ой, я иди потом нагреваюсь. И потом был очень, как бы сказать, 108 килограммов. Ну и есть такая куртинка, которая позволяет вес бросить. Это слепки называется. А это все тогда разные вот эти волоски, да? Волчки они разные. Разные все. Порядка 100 штук. Это просто я сделал, который от коронавируса. Но и надо крутить людям, которые больше 50 лет, когда уже сам взрослый, и ему это самое, нужна связь с предками. И аппарат как-то манный. Универсально, да, это? Ну, он не универсальный, он только для стариков. Но у нас же старики страдают больше всего. До 40 лет, до 45 лет, когда человек живет в среднем мире, то есть пользуется покрытием своих предков, там ему эта штука не нужна. Свои предки, как бы сказать. И вот, например, те люди, от которых отказали собственные предки, они быстро умирают, до 45 лет обычно. Причем умирают от рака. Эта аппаратура выводит на экран этого, да? Любого компьютера, да? Да, любой компьютер можно поставить. Ну, конечно, на... Но здесь ситуация такая, если бы в каждом
Москве у нас стоял бы такой аппарат, то практически мы перестали бы болеть. А, вот такие волчки есть, да? Нет, почему? Аппарат если стоит. А он тоже лечит, да? А? Аппарат тоже лечит, да? Аппарат чего? Лечит? Компьютер. Ну, аппарат, да, и мы есть. Он тоже еще и лечит, да? Да, он это самое может, Как волчок, да? может диагноз поменять. Но основное это самое, вот, то, чем мы используем. Аппарат может изменить график, а этот график, если указывает болезнь, то болезнь сразу уходит. Ну, по крайней мере, на Западе использовали вот это свойство этого аппарата. А мы используем не свойства аппарата, а используем свои собственные эти самые, да, наработки. Ну, как я объяснял, это вот, Это было нормально, где? если, как бы сказать, наши предки, вернее, Исидор Никифорович Барахов и Алексей Луковский, типа, не повели бы тогда непримиримую борьбу против Радова и против Новгородова, Семена Новгородова, который пытался изменить наш язык, то мы бы это самое сейчас сидели бы в таком же положении, как узбеки или татары, которые не могут такую штуку написать. У них просто и язык настолько изменился, что вот они не могут правильно прочитать вот это письмо. Ну, тем более, вот, Бахтияр Каримович, он участвовал в комиссии, которая, чтобы дух русский изгнать, они перешли на латиницу и при этом потеряли 2 класса в году. Вот я вместе с ними, когда в Ташкенте бываю, я с ними выпиваю, там вот эта комиссия, которая в полном составе собирается, я так смеюсь. Ну, ребята сделали нормальный шаг. Перешли с кириллицы на латиницу и потеряли 2 гласа в звука. Ну, значит, ваш узбекский язык, ну, потерял, как бы сказать, вот, да, часть своих звуков, значит, и... Своеобразие потерял. Ну, почему своеобразие? Магию потерял. Если кириллица сначала, когда вот они, значит, кириллицу написала, было 20 гласных звуков. А сейчас сколько в кириллице гласных звуков? 9. Ну, а в латинице есть известное письмо Алексея Кулаковского, где он ругает Пекарского, что, дескать, ты пришел, так сказать, без что. По тюркскому языку, когда собирали все тюрки и выбирали алфавит. Наши там участвовали, и там Барахов написал, что жалко, что нету человека, который бы